хочу сейчас, прямо вот не перебивая лишними вопросами, попросить тебя, Дима, чтобы ты описал возможный сценарий аннексии Белоруссии. Как это может происходить со стороны России? Самый опасный сценарий – это референдум. То, что говорила Наталья, что большинство населения Беларуси ненавидит диктатора. И мы спорим часто с польскими политологами, там, с журналистами. И вот недавно один из ведущих аналитиков там, по России и по Беларуси, Адам Эберхард, он написал статью с таким названием «Поглотит ли Россия Беларусь?». И он говорит, да, что Лукашенко не популярен, но люди думают об индивидуальном выживании, а не о родине. И он отметил, что в Беларуси популярен Путин. И вот ситуация такая. Пример Украины. Пропаганда создала черный образ Украины, но так как у Лукашенко почти нет международных реальных контактов, особенно там с дорожки, когда принимают, белорусское телевидение показывает, как он обнимается с президентом Украины Порошенко. Они даже не понимают, то есть они создали образ там страны такой, и вот этот электорат, который не национально ориентированный, ориентируется на Лукашенко, а сейчас он встречается с украинским вот этим главарем, с хунтой, да. Ничего там в мозгу и участие людей. Ага. Мы ж его, он нам и пенсии не платит, и еще вот с этим встречается. Дальше. Иногда прилетают редкие птицы, там какой-нибудь еврокомиссар, ну, с названием более крымским Хан, с фамилией, да, исторически фамилия, известна и в Европе тоже. И белорусские тоже ж пропаганда. Вот для его электората она делала страшилку из Запада. Они же поддерживают вот эти хунты. Я хочу, чтобы ты вернулся к референдуму. То есть это может быть как? Это я про это говорю. Я про это говорю. И вот приезжают европейцы, и вроде, ну, как-то там можно было бы на них надеяться. Но они опять с нашим встречаются, который зарплату не платит, гад, который сейчас нас хочет налогами обложить. И на Европу надежды нет. Ну, Путин, значит, поможет. Он-то сильный, телевидение ж красивое, хорошее. Да. Вот база для референдума. Россия богатая. Там, вот это. Кто этот референдум может гипотетически объявить? Как это может произойти технически? Войска, это должен быть бунт войск. Войска подчиняются Лукашенко, КГБ подчиняется Лукашенко. Я не хочу там думать за них, просто если вот такая ситуация, что значительная часть белорусского населения считает, что Крым российский, да, то уже нюансы вот этих технологов, ситуация страшная. И поэтому и вот Наталья говорит, что необходимо иметь каналы коммуникации и для белорусской оппозиции. Просто для белоруса имеют право на честную информацию. Это правда, но это сложно, перебороть русскую пропаганду. Нет, но это надо делать. Ну, вот Польша делает, например, вот в Польше, с Польшей работает радиорация, которая на Запад влияет. Я понял, это все такие наши информационные дела. Я хочу вернуться к конкретике. Вот, грубо говоря, Путин решает расширить свою империю за счет слияния, как мне сказать, присоединения, может быть, тут будет не присоединение, воссоединение, как когда-то про Украину говорили. Союзное государство там. Ну, то есть оно есть. А что перещелкнуть нужно? Нужно убрать Лукашенко, запугать его, заставить согласиться на этот неравный брак и оформить это каким-то референдумом. Так это может быть? Ну, это может быть, да. То есть его можно и убрать, его можно и запугать. То есть все рычаги для этого существуют. Плюс вы же не думаете, что Лукашенко будут кто-то защищать, что его будут защищать там, да, белорусские генералы или белорусское КГБ. Нет, никто не будет. Все прекрасно понимают, кто такой Лукашенко, да, и за счет чего он вообще до сих пор находится у власти. Вот. И никто не пойдет, то есть если Лукашенко даст приказ белорусским генералам там, защитите меня от Путина, ну они первые его пристрелят, да, то есть потому что белорусская армия это часть российской, и командование практически происходит из Москвы. А про КГБ?